Сегодня в школах республики прозвенел последний звонок. Наша съемочная группа побывала на торжественной линейке в Чувашском кадетском корпусе ПФО имени Героя Советского Союза Александра Кочетова. Здесь во взрослую жизнь проводили 149 кадетов. История этого учебного заведения началась 90 лет назад, и в первом выпуске в 1935 году было 14 человек, которые впоследствии стали инженерами, военными, врачами, экономистами и квалифицированными рабочими. Современная история корпуса перезагрузилась в 2018-м. Он стал шестым учебным заведением в России, построенным в рамках проекта «Кадетство». Сегодня главные герои праздника – 78 девятиклассников, в том числе 23 девочки и 71 одиннадцатиклассник, из них 8 девочек. Кадетский корпус Приволжского федерального округа сегодня провожает в жизненный путь своих соколов, я так назову, потому что ребята, которые в разные сроки, кто с 6 класса, кто с 9 класса, получив здесь первоначальную подготовку, как бы фундамент здесь заложили для освоения профессии силовых структур. По итогам прошлого года чуть меньше половины выпускников стали курсантами военных учреждений. В этом году 60% кадетов планируют поступать в высшие военные вузы. С началом взрослой жизни ребят поздравил Олег Николаев. Перед вами стоят совершенно иные задачи и вызовы, а самое главное, будут требовать от вас очень грамотного использования всех тех знаний, которые вы в том числе получили в стенах школ. За плечами выпускников не только строевая подготовка, но и активное участие в проекте «Книга памяти» в мероприятиях, посвященных строительству Сурского оборонительного рубежа и Параде Победы в Чебоксарах. А лучшие кадеты приняли участие в подготовительном этапе парада в Москве. Для многих друзья и преподаватели стали второй семьей. Ребенок находился здесь, и мы никогда не переживали, всегда были спокойны, что с ним все в порядке. Ему очень здесь нравился, это как второй дом, потому что здесь они проводили время просто больше, чем дома. Корпус научил меня многому, а именно дисциплине, самостоятельной жизни, что в дальнейшем мне очень сильно пригодится. Также строевая подготовка, военная подготовка, так как я буду поступать в военное училище. Звуки нестареющего школьного вальса, церемония вручения цветов и творческие номера растрогали зрителей до слез. А для выпускников начинается взрослая жизнь. Михаил Нагоркин, Анна Филиппова, Алиса Александрова, Святослав Петров, Вести Чувашия.